Общественность, политики, военные и молодежь. Сегодня на памятном мероприятии в Малгобеке собрались те, кто неравнодушен к своей стране, ее истории и будущему. Всего этого могло и не быть, если бы Советский Союз не одержал победу в Великой Отечественной войне, одним из важнейших сражений которой стала Сталинградская битва. Она началась в середине июля 1942 года, а 14 сентября немецкая армия вышла к окраинам Сталинграда. У врага было превосходство в авиации, и город бомбили нещадно. Десятки тысяч сталинградцев погибли под бомбами. Прошло 80 лет. Было понятно жителям страны, что враг не так уж страшен, как его рисовали. А перелом в войне, он произошел как раз в Сталинградской битве. Тот фронт, который был в Сталинграде и Малгобеке у нас здесь. Вот город воинской славы, наш город Малгобек. Здесь также очень большая была битва. Здесь столько полегло наших родных, близких, жителей республики. И это не дало фашистам, там очень крепко дали, и здесь им хорошенько врезали. Извините, я словами буду говорить как есть. Прям зубы покрошили им. И они не смогли дойти до Грозного, последующим на Баку. Если бы добрались они до нефти, до ГСМ, то, знаете, мы можем предполагать, победили бы все равно, но все-таки большими жертвами, большие потери. И, знаете, история повторяется. Сегодня хочется сказать, что наши ребята, выполняя свой долг, стратегическую задачу выполняют ребята и Ингушетии, и всей нашей страны. Я хочу, чтобы они живые, не раненые, здоровые, вернулись к своим семьям, к матерям, сестрам, к детям своим вернулись. Никогда в жизни, никогда страна наша, Россия, не проигрывала. Потому что армия наша сильна, президент наш четко видит ситуацию, абсолютно четко. Сегодня и малгобечане, и в целом республика реально помогает нашим ребятам. Реально. И военнослужащим нашего гарнизона, и Росгвардии. И есть у нас очень достойные люди, и герои есть, и ордена мужества. И они будут продолжать доблесть воинов республики, в целом страны. Хотел бы искренне пожелать здоровья близким, родным, ветеранам, мира нам, синего неба над головой и уверенности. Никогда нельзя терять уверенность. Сталинград должен был стать базой для наступления вермахта на южные районы Советского Союза. Гитлер надеялся, что в случае успеха на этом направлении в войну против Советского Союза включатся Япония и Турция. Кроме того, для фюрера имела значение символика. Он рассчитывал использовать в пропаганде разгром Красной Армии в городе Сталина. Первые годы Великой Отечественной войны сложились очень тяжело. Были великие потери. И до этого момента наша Красная Армия, к сожалению, отступала, а немецко-фашистские войска сосредоточили все свои силы, поверьте, все, что у них на тот момент было, для того, чтобы захватить Сталинград, разрубить, как они говорили, нашу оборону на две части. И одним из этих направлений было, как уже здесь было сказано, отрезать Красную Армию от нефти Грозного, Баку. И поэтому Магдабек по достоинству можно причислить и нужно причислить
к той победе, которая была одержана 80 лет назад. Ибо если бы на этой священной земле наши предки, наши отцы и деды не устояли, то, наверное, как было отмечено, было бы очень сложно и под Сталинградом устоять. Поэтому победа эта наша, нашей страны, нашего народа. И главное, чтобы наше молодое поколение знало об этих победах, умело их претворять в практические дела сегодняшнего дня. А сегодня нашей Родине снова тяжело. Вы посмотрите, 50 стран, чуть ли не повторяя гитлеровскую коалицию, опять объединяются против России. Сегодня в эти минуты идут боевые действия на западных рубежах нашей Родины. Победа все равно будет за нами. Так было при Сталинградской битве, так было под Магдебеком, так будет и сейчас. А сегодня мне хотелось бы очень выполнить почетное поручение Российского союза ветеранов и вручить Калиматову Махмуду Али высшую награду Российского союза ветеранов, орден за заслуги в ветеранском движении. 200 дней продолжалась битва. Не раз жребий Сталинграда висел на волоске. Шли упорные и кровопролитные оборонительные бои в кварталах, превращенных в руины. Советские солдаты сражались за каждый камень, за каждый клочок земли. Самым трудным выдался октябрь 1942 года. Гитлеровцы заняли почти весь центр Сталинграда, но город выстоял. Понимаете, иногда дом один, он бился 3 месяца, 2 месяца. Дом один отбивался. То есть они его засыпали, а к утру там опять появлялись ребята и вели бой. То есть там каждый дом, каждый кирпич. Потому что для них это открывало тоже вот это вот Волго-Донской и полностью вот тоже юг же. Они хотели отрезать все. И кто был в Волгограде, в мемориальном комплексе, на Мамаевом кургане, там дух захватывает. Я считаю, что каждый родитель со всей России, независимо где он живет, один раз обязательно, а так обязательно там надо быть. Потому что вот там чувствуется горечь. Настолько была страшная битва. Там погибших, это вот идешь в мемориал, заходишь, просто страшно. Но они же погибли не зря. Мы же их выгнали. Мы же пришли к ним в Берлин. Понимаете, всей этой своре фашистской. И сегодня вот опять 50 стран. Вот специальная военная операция. Опять они думают, вот 100 лет прошло, да? Вот их или заранее надо их как-то бить, я не знаю. Но сегодня цинично, сегодня, забыв те уроки, которые им преподнесли, и не раз уже в нашей жизни, вот они опять пошли. Поэтому мы должны сплотиться. Надо консолидировать общество. Надо друг к другу относиться правильно. Не делить они и мы. Чтобы мы были единым фронтом. И сегодня никакое оружие нас не победит. Они нас могут разложить только внутри. То есть конфессии, там, национальности и тому подобное. Вот этого допустить нельзя. А для этого надо сплоченно бывать везде, говорить с людьми, дома говорить. Мы больше не допустим врага на нашей территории. Поэтому там и ребята сегодня находятся на передовой. Стратегические задачи решают, чтобы они сюда не пришли. Понимаете, там мы их должны побить. И до конца. Конец немецким войскам в Сталинграде настал 31 января 1943 года. Ранним утром немецкий командующий произнес фразу «Фельдмаршал Паулюс сдается Красной армии в плен». После этого в Германии был объявлен 3-дневный траур. Никогда прежде столько немецких солдат не исчезало бесследно в бескрайних просторах чужой страны.
Такие мероприятия, конечно, нужны в первую очередь для того, чтобы вот, смотрите, наши юноармейцы, насколько они активны, и они смотрят, видят те подвиги, которые совершали их отцы, деды, прадеды. И сегодня этого нельзя забывать. Мы отдаем дань уважения всем тем ветеранам, которые воевали в Великой Отечественной войне, именно и за битву Сталинград, и павшим. Низкий им всем поклон. Этого нельзя забывать. В битве за Сталинград принимали участие и представители нашего народа. Среди них первый летчик-истребитель Кавказа Рашидбек Ахриев и герой Советского Союза Ширвани Костоев. Свыше 100 ингушей защищали город от фашистов. Многие из них погибли. Мой покойный отец 900 дней отстоял Ленинград, блокаду. Освободив его, дошел до Праги. И он рассказывал мне об ингушах. С ними воевали 3 ингушей. К сожалению, я сделал большую ошибку, что не записал имена этих ребят. Теперь я даже не могу, какая у них фамилия, буду сказать. И со слов отца, ингуши были самые достойные такие воины. И очень религиозные тоже были они. У меня отец тоже Коран читал полностью, и об этом тоже он говорил. Одно то, что ингуши Брестскую крепость, как они себя проявили, какое они проявили мужество, это говорит о многом. Поэтому мы, дагестанцы, знаем, что ингуши – это один из лучших воинов Северного Кавказа. Дагестанцы тоже в Великой Отечественной войне приняли участие 180 тысяч человек. Вернулась только половина. Слава Всевышнему, что вот есть народы Кавказа, которые сохраняют вот эту традицию. И здесь вот русская делегация, которая приехала из Москвы, Совет ветеранов, они вчера на торжественном мероприятии, они говорили, что ингуши дают нам урок памяти, когда сохраняет позиции. Вчера с кадетским корпусом встречались, вся делегация, и увидели, как молодое поколение ингушских мальчиков мужественно с самых первых лет сохраняет в себе вот это мужество, глядя на своих отцов, братьев старших и дедов. Поэтому самый главный урок для нас – это помнить всегда историю. И в этом вот я говорю, что русские, татары, там, все другие народы прежде всего должны учиться у войнавского народа, потому что только войнахи сохранили в себе вот так вот обязательно сохранение обычаев, традиций. Делать правильные выводы, помня прошлое, чтобы в будущем не повторять подобных ошибок. Такой видится главная цель ныне живущих. И самое главное, нужно передать молодому поколению уроки прошлого. Надо более активно сегодня работать с молодежью. Но не так там вот пришли и сказали, потому что все продвинуто. И, конечно, нужно, чтобы в интернете создавать целые программы для нас, телевидение, чтобы и ребятам было интересно смотреть. Если мы конкретно близко с детьми не будем говорить, пропаганда, фейки эти работают. Нам надо своим примером, родители должны показывать, учительница, старший брат, старшая сестра, сосед, старшие должны показывать, что пример того, чтобы они понимали, Родина у нас одна. Маленькая есть и большая Россия. И надо это говорить. Но с ними надо говорить близко, вот там. Активное участие в этом принимает и Российский союз ветеранов. За прошедший год его представители провели свыше 30 уроков мужества. Недавно такая встреча прошла с воспитанниками Горского кадетского корпуса. Когда на месте, когда мы объединяем свои усилия и до молодых людей доводим, у них другое отношение, или глаза по-другому горят. Вот вчера я неожиданно даже для себя посетил кадетскую корпус здесь, вот рядом с вами. Я вам скажу, у нас состоялась просто замечательная встреча. Я вспомнил свою молодость, я вырос на развалинах Севастополя, понимаете, в силу тех обстоятельств, которые были. А это мой родной город, это все мои родные там прошли всю Великую Отечественную войну. Отец
все сражения от Одессы, Севастополь, Новороссийск, ну, и в обратном направлении. Поэтому, когда мы вот так близко встречаемся, когда говорим главное на одном языке, не каким-то там сленгом, понимаете, когда одни не понимают других, тогда по-другому воспринимается и тот опыт, знания, которые ветераны хотят довести до молодежи. Так я вижу в этом задачи нынешнего поколения ветеранов для того, чтобы они все свои силы направили на оказание содействия нашей молодежи. Пример такого содействия показали и на сегодняшнем мероприятии. Кадетам Горского кадетского корпуса и членам движения «Юнармия» вручили знаки юных защитников Отечества. Сегодняшнее мероприятие для нас было очень необычным, праздничным. Мы не ожидали, что сегодня нам будут вручать, так как это было все спонтанно. Но, несомненно, мы очень рады, что заслужили такую почесть, такие медали. Это говорит о том, что все это время мы все делали не зря, что мы уже достигли очень многого. Прямо за памятной стелой мемориального комплекса находится музей боевой и трудовой славы, где представлены материалы об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Музей-мемориал обновили в рамках национального проекта «Культура». В здании провели косметический ремонт, поменяли освещение, поставили новые интерактивные доски. Главе Ингушетии вместе с гостями провели небольшую экскурсию. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.